Хатırlatамыз ки файдалы рубрикаларымызны сіз текрар интернетте сейрете білесіңіз. Бұндан ғайры евелсе айтқанымыз кім бұ? Интернет алазырда бір инсан үшін ғайт файдалы ве мерақлы ола біле. Хусусан сағыл достар кеченлері интернетте яны бір Қырым татар луғаты, онлайн луғаты пейда олды. Дады доғырысы оның серлевасы луғатчық. Ве шынды тәсілатлы тамам bu haqta bizim musafirimiz ile laf etecekmiz. Evet, bugün yani halkara malumat konu biz musafirni studiyamızga davet etmege istedik. O razı oldu ve şimdi onu takdim etmege isteyimiz. Studiyamızda Kırım Tatar onlayn lügatının muallifi Айдар Адживапов. Селям алейкум, Айдар Бей. Хош келдіңіз. Рада вас видеть у нас в гостях. Айдар Бей, электронный онлайн-словарь крымско-татарско-русский. Расскажите, как возникла идея его создания и почему решили взять на себя этот глобальный проект? Его можно действительно назвать таким. Это на самом деле. Спасибо, что пригласили на эту беседу. Главное, что хотелось бы сказать вот касательно идеи. Интересная история. У меня как-то возникла идея спонтанно, ни с чем не связано, не знаю почему, оцифровать книгу «Звучит Хайтарма» Еги Шерфетдинова. Вот, это музыка, крымско-татарская народная музыка в нотах. Вот, и об этой идее я как-то случайно, не знаю почему, опять же, сообщил своему отцу, сказал, дескать, хочу сделать. На что он ответил, что-то типа «Палам». Молодец. Вот это вот стоящая идея. Вот нужно. Поддержал, то есть да, отец. Машалла, надо, вот давай. И тогда возникла мысль о том, что такие инициативы, да, вот в рамках всего крымско-татарского информационного, она есть, потребность есть запрос. Значит, что этим нужно заниматься. Вот. Потом уже начал более детально изучать из того, что есть, понял, что... Что же самое основное, да, нужно? Да. И понял, что это можно сделать, тем более, что были определенные знания, на тот момент еще не такие, в информатике, в программировании, в филологии, все-таки образование какое-никакое есть. И понял, что это можно реализовать. Нужно время, стремление, упорство и как бы не отходить назад. Ну, вы сами программист по образованию, да? По образованию я филолог. Филолог. Филолог, да. Я учусь на уже 6-м курсе, заканчиваю арабская филология. Крымский федеральный университет. Да, Крымский федеральный университет, да, факультет крымско-татарской восточной филологии. Знакомый факультет. Мы тоже его выпускники, да. Да? Ну вот, получается, коллеги, филологи мы с вами. Да, ну вот, и попутно, ну, так получилось по долгу службы, на работе еще познакомился с программированием, начал этим заниматься, развиваться, и получился микс выгодный для того, чтобы сделать словарь. Филология плюс информатика. Это очень интересно. Расскажите, что использовали как первоисточник? Какой словарь База, использовали? да, Кто помогал вам в этом? И как долго вообще вы работали над этим словарем? Про все ушло около 1,5 года. То есть от самого первого дня, если считать, от самого первого дня и до сегодняшнего состояния, чтобы привести в это состояние словарь, ушло 1,5 года. Если говорить об источниках, то использовали, сначала думали, что определенно взять, от чего-то отталкиваться, базу какую-то, но потом поняли, что приходится использовать абсолютно все, что есть. Это серьезно затягивало сроки, но это того стоило. Нужно было использовать абсолютно все. Мы использовали электронную версию Сирана Усинова. Потом мы брали все, на Академии есть словарь, потом бумажные словари. Мы брали все, абсолютно все, что удавалось найти. Даже, в том числе, вот мы использовали, например, добавили в словарь место, секцию, где можно узнать происхождение слова, да, этимологию. Для этого мы взяли учебник, не учебник, а пособие декана нашего факультета Миметова Айдара. Там описано происхождение крымско-татарских слов, заимствование из персидского, из тюркизмы какие-то, оригинальное слово, не оригинальное. Вот. Но стоит отметить, что вот 1,5 года я говорил, вся работа занимала... Это не так, что ты целый день сел с утра и до вечера. Нет такой возможности. К сожалению, к огромному сожалению. Была бы возможность, это было бы волшебно. Но приходилось работать хотя бы по 15 минут, хотя бы по 10 минут в день, но каждый день, по чтобы не 10 слов, по 15 слов добавлять, да? Да, там даже проблема не столько в словах, потому что, например, добавление слов заняло, ну, скажем,
где-то месяца 4-5 усердной работы. А дальше это функция такая, функция сякая, секция такая, секция сякая, какие-то новые возможности для пользователей. Например, склонение. Добавили склонение, морфология слов. То есть мы можем найти В слово. различной форме, да. То есть Да. То есть, например, если мы хотим найти перевод слова, допустим, яптым в обычном режиме, то мы должны знать начальную форму япмак. Но если мы не знаем начальную форму, мы не найдем перевод. Поэтому тоже много было времени потрачено на это, но сделали. Так что, например, у нас уже не одно слово япмак, а слово япмак во всех его формах. И это в среднем к одному такому слову добавляется еще 30 слов. То есть, ну, это получается самый без каких-либо украс, самый большой словарь. То есть в будущем этот один электронный словарь может собой заменять несколько книг. Расскажите еще о преимуществах. Какие преимущества от разработанного именно вами словаря над другими? да, все-таки Аллаха шкур, у нас были и есть, да, электронные словари. Наша молодежь постоянно проявляет какие-то инициативы. Какие функции, да, еще, вот как вы сказали, дополнительные и интересные есть в словаре вашем? Помимо того, что есть вот эти вот формы, есть поиск по этим словоформам, да, то есть я могу написать яптым, и я найду перевод. Мы добавили примеры. То есть мы можем посмотреть пример слова в литературе, как оно употребляется непосредственно в предложении, в да. контексте. Да, это очень важно. Вот. Из менее значительного мы, например, добавили туда вариант, возможность, чтобы человек нашел, какой части речи слово принадлежит. Это тоже важно. Ну, справочная информация для людей, которые увлекаются филологией на более высоком уровне, им это было бы полезно. Потом мы добавили туда происхождение слов, этимологию. Поиск добавили гибкий, то есть неважно, пишете вы кириллицей, латиницей, да? Неважно, пишете ли вы, там, забыли поменять раскладку клавиатуры, все найдется, неважно, спецсимволы, все найдется, это не проблема. Вот. Плюс самое главное, что мы сделали, это мы переработали структуру. Мы видели, как устроены словари до нас, мы видим, как устроены словари в мире, и понимаем, что есть куда двигаться, и нужно двигаться. Поэтому мы сделали так, что этот словарь можно расширять до бесконечности. Как Дополнять его. То есть, в принципе, Да. язык живой, он развивается, вследствие новые слова появляются, которые можно будет добавить. в Абсолютно, дальнейшем. да. Самым главным преимуществом является то, что добавление облегчено не только слов и каких-то вхождений, да, а именно функционала. Мы можем туда добавить любую функцию, которую человеку захочется увидеть. В А этом можно об этом поподробнее? Как будет добавляться новое слово? Вот как есть сайт Википедия, там, где каждый может написать там новую статью, потом она будет проверяться модератором, и если все будет соответствовать, она будет публиковаться. В вашем случае человек должен обратиться к вам непосредственно? Либо Вот, вы типа. будете вести постоянное взаимодействие с филологами и учеными. Да, либо же он может сам там ввести, Предложить, да, ввести какое-то прям в словарь свой вариант слова, Думали а над потом этим это уже? будет Либо мы проверяться. вас сейчас подтолкнули? на Конечно, эту мысль? думали. Нет, думаем каждый день, идей очень много, потому что словарь — это только начало, иншаллах. Это хороший вопрос, это очень хороший вопрос, потому что, понимаете как, тут много сторон есть. Если, допустим, мы будем давать каждому человеку возможность добавлять слово, абсолютно каждому, это, безусловно, нужно модерировать. Если мы Конечно. дадим Потому какие-то... что, да, некий бардак. Есть появится, диалектизмы, есть слова, которые заимствованы там, с турецкого языка, с русского языка. Есть недоброжелатели, которые нам добавляют туда всякой брани. Это тоже нельзя, это тоже нужно учитывать. Вероятность маленькая, но она есть. Опять же, если мы дадим возможность добавлять каким-то определенному узкому кругу лиц, то мы прекрасно понимаем, что, допустим, человек, который изъявил инициативу сегодня, я хочу добавить слово, я хочу добавлять слова на протяжении определенного времени, мы понимаем, что это время ограничено, потому что семья, дети, то есть, ну, это не всегда получается. Есть много идей, как это реализовать, но все же мы больше склоняемся к тому варианту, что возможность нужно дать всем. У нас есть огромный человеческий ресурс. У нас есть студенты-филологи в 2 университетах.
У нас есть люди, которые просто сидят дома, и им просто бы интересно было этим заняться. Например, живя в Алуште или в Джанкое, у них есть вариант, есть идея, как можно, допустим, добавить какое-то слово, которое говорят только у них в деревне или у них в городе, какое-нибудь диалектальное слово. Но, опять же, это все нужно очень тщательно продумать, как это можно реализовать. Айдарбей, как мы понимаем, данный словарь дает возможность изучать язык не только представителям крымско-татарского народа, а и представителям всех, да, в принципе, наций. На это рассчитан ли словарь? Конечно, потому что, ну, для начала мы добавили туда английский язык интерфейса. То есть грамматические категории у нас на английском языке есть. Там, я не знаю, все, абсолютно все оформление на английском языке доступно, на русском языке доступно. Никаких проблем нет в том, чтобы добавить, допустим, во внешнем виде язык украинский, турецкий, какой мы хотим. Другое дело, что у пользователя должно возникнуть желание изучать крымско-татарский через русский или русский через крымско-татарский. Плюс, опять же, говорил, что структура словаря такова, что мы можем добавить третий язык, четвертый язык. Это не составит большого труда, это небольшая трагедия. Можем добавить английский язык, и мы можем крымско-татарский учить с помощью английского, или английский с помощью крымско-татарского. Это очень круто. Конечно, еще стоит отметить насчет красивого дизайна сайта, потому что... Фетислям кстати, уже да, им воспользовался. Да, я уже воспользовался, и мне очень понравилось, потому что это на самом деле была проблема предыдущих электронных крымско-татарско-русских словарей. Там в основном обращали внимание на содержание, но не Форма, сильно заморачивались формой. В вашем же случае тут очень красиво. Видно, что поработали хорошо над сайтом. Айдарбей, перейдем конкретно к тому, как же любой крымский татарин, любой крымчанин может найти этот сайт сегодня на просторах интернета. Куда заходить, что писать, как добыть эту полезную информацию. Очень важно. Это очень важно. На самом деле, пока, на сегодняшний день, это доступно в виде ссылки. То есть мы переходим на сайт, который на самом деле является приложением. Это немножко сложно, немножко непонятно для нас, но надеемся, что эта тенденция в скором времени будет у нас у всех на слуху и на виду и очень получит большое распространение. Но что касается App Store, Play Market'ов, Windows маркетов и так далее, так далее, так далее. Есть планы, есть идеи, как это приложение можно добавить туда. Другое дело, что это требует усилий, есть некоторые сложности, но мы обязательно постараемся это добавить. Это абсолютно нужно. Все спрашивают, как найти приложение. В Play Market нет, в App Store нет, не работает. Но на самом деле оно работает, и оно есть. Поэтому мы постараемся добавить обязательно в виде установочного файла. Вы заходите в Play Market, скачиваете, устанавливаете. Но, опять же, это будет то же самое, что вы найдете на сайте и сохраните на рабочий стол. То есть разницы никакой. Но уже сегодня он работает без подключения к интернету. В этом была и задумка изначальная, да, поэтому так много времени потрачено. Дело в том, что вы заходите на сайт, инструкция есть. Она, кстати, вот буквально на прошлой неделе, на выходных, она немножко расширилась, потому что люди говорили какие-то свои определенные нюансы. Вносились поправки. Поправки вносились, дополнения, да, с учетом предложений пользователей. Да, там есть инструкция, вполне емкая, четкая. ВКонтакте, в Инстаграме люди спрашивают, пишут, всем отвечаем, всем рассказываем, как это сделать. На самом деле никакой сложности нет. Другое дело, что есть какие-то отдельные случаи, которые мы еще пока не учли в силу статистики. Но со временем, опять же, инструкция расширяется, мы упрощаем эту систему. И, опять же, хорошо то, что это постоянно развивается, улучшается. Вот что главное. Айдарбей, ну что же, мы желаем успешного развития и, скажем так, поправок, да, в данный проект. Желаем вам успехов в реализации новых проектов, да, так как вы сказали, что это далеко не последняя задумка. Да. Чок салну, что посетили нашу студию, и обязательно будем пользоваться вашим словарем. Аж захотелось поучаствовать в развитии этого электронного словаря, потому что, как сказал Айдарбей, каждый желающий может поучаствовать в развитии и добавлять новые слова. Çok sağ olun. Sağ olunuz. Süбетimiz соңына келді, сайғылы достлар. Мана бойле луғатчық адыны ташыған ажайып электрон біздің луғатымыз. Сізні беклей, бұның үшін бұйырыңыз, қоланыңыз ве бөлеріктен біздің ана тілімізні да яқшы біліңіз. Sabah yayını ise hep devam edeyim. Mevzunu devam ederek Nevbetteki Kırım Tatar yazısı hakkında levhаны taqdim etmeye aşıqamız. Buyurunuz.